Школа чувашской вышивки выпустила вторую группу рукодельниц. На днях 11 вышивальщиц получили сертификаты об окончании курсов. Мастерицы разных возрастов и профессий учились своими руками создавать настоящие произведения искусства. Лекции, мастер-классы, выполнение домашнего задания. 3 месяца обучения позади. Сейчас вышивальщицы вспоминают. Поначалу было трудно, понадобилось немало времени, чтобы освоить технику. Рукоделие требует большого терпения. Нина Михеева делится. За все время в школе вышивки она ни разу не сидела без дела. Сначала более легкими узорами украшала небольшие салфетки. А набравшись опыта, перешла к воплощению своей давней мечты. У меня дочка, уже вырастает дочку, надо замуж выдавать. По традициям, по культуре, чувашской традициям я хотела вышить полотенце. И я вот первыми шажочками, первыми стежками я первый раз вышила для себя вот первое полотенце. Это верхнее, у верхних чувашей, имеется в виду, вышивка для сурбана. А у меня получилось полотенце. В школе вышивки обучаются люди разных профессий. На этот раз были и сотрудники музеев, и учителя, и молодые дизайнеры одежды. В этом году выпускники получили не только сертификаты о прохождении курсов, но и удостоверения, подтверждающие наличие дополнительного образования. Не только сертификат шикарный остается вам на память, но и то, что необходимо любому педагогу для того, чтобы продолжать творить и учить своих учеников. Идею открыть в республике свою национальную школу вышивки в 2020-м озвучил глава региона Олег Николаев. Проект запустили уже через год. За это время здесь обучили и выпустили больше 30 мастеров рукоделия. Все они амбициозны и полны творческих планов. Так, например, чувашские искусницы предложили установить знаковый памятник перед музеем вышивки. Это настолько тяжелый труд и такое высокое искусство, что мы решили, что это нужно увековечить в памятнике. И предложили создать памятник женщине-вышивальщице, чувашке-вышивальщице. Дарья Петрова, Екатерина Орлова, Александр Семенов. Вести Чувашия.